Еще вопрос тогда. Татары претендуют на наследие Золотой Орды. Что вы по этому поводу скажете? Уже смешно звучит. Согласен. Ну, если посмотреть на происхождение, на предков современных казанских татар и мишар, во-первых, они не имеют никакого отношения, почти не имеют никакого отношения к правящим слоям Золотой Орды, в отличие от нас, например, с вами. У нас вот в Астрахани, как у Нугаев Кавказа и Крыма, до сих пор та же самая антропология, тот же самый родоплеменная структура, да? Ну, это наблюдается по названиям родов, тамгам и так далее. Даже эпосы, о которых вот Исхаков сказал, что у нас, у юртовцев, их нет. На самом деле, если посмотреть источники, впервые эпос Эдиге, вариант эпоса Эдиге был записан Александром Хатько в XIX веке именно у юртовцев. Илья Николаевич Березин в турецкой хрестоматии 1857 году, изданной в Казани, приводит юртовскую именно версию эпоса Мамай. Не так давно ее переиздал ногайский тюрколог, кандидат филологических наук Юмау Каракаев в сборнике Мамай. То есть на самом деле у нас была общая, я имею в виду у юртовцев, у ногайцев, которые проживают в Астраханском регионе, да, у нас была общая ногайская традиция. Даже вот так называемые касимовские, бастановские говоры, которые там приводят в качестве там аргумента, да, Исхаков и Измайлов, они на самом деле по своему происхождению ногайские. Они именно вот ногайские, которые потом испытали определенное влияние татарского языка. Дело в том, что у мишар иметь ногайские корни, это было престижно. Самоназвание так называемых романовских татар, да, было Нувай. Оно до сих пор таково. Старики там помнят. Все знали о том, что кто такие Нуваи. Это настоящие воины, степняки, повелители степей. На самом деле, вот в своих ранних работах даже сам Исхаков пишет, что, в частности, Казанское ханство, да, возглавляло и составляло знать ногайской кипчакской группы. И вот почему, казанлы, то есть казанские татары, да, назывались вот народами, которые вот жили там восточнее, там казахи, узбеки и так далее. Почему их называли нуаями? То есть внешнее название. Почему? А именно вот по тем, так скажем, их повелителям, по их этим, сюзеренам, да, в лице вот нуаев, по нашим предкам, которые правили там. Ну, здесь можно сделать такую аналогию, которую привел тоже, по-моему, Измайлов в том интервью. В X-XII веках Поднебесную империю, да, или как ее там называют, да, Поднебесную империю, соседи, жившие на севере, тюрки, а потом и монголы, стали называть Кытай. Почему? По этнониму завоевателей, которые тоже вышли вот с территории современной, с границ, с приграничья современной Монголии и Манчжурии. Это народ, который основал на севере современного Китая и Центральной Азии государство под названием Ляо, по-китайски железный. Вот. В классической исторической литературе, чтобы, так скажем, не вносить путаницу, их называют киданями. Это в ханской такой традиции. Хотя их самоназвание было Китай. И вот это название завоевателей, которые вот правили вплоть до прихода Джурджени в 1125 году, вот, распространилось на весь этот регион. И потом уже через монгол она попала к русским.
И русские поэтому это государство называют Китай. Хотя во всем мире, и тюрки называют ее Китай, хотя во всем мире ее мы знаем как Чин, Чайна и так далее. Да? Вот. Далее, значит, также существует вот в русских архивных источниках, которые приводит, опять же, вышеупомянутый Илья Васильевич Зайцев, письмо Исмаила, а также мангистский выход, который платила Казань в Ногайскую Орду. Вот с этим и как раз связано, почему восточные народы, среднеазиатские, да, казахи, там, те, кто вышел из Средней Азии, называли средневолжских вот этих тюрков, татар и так далее, да, нугаями. Потому что те в то время политически зависели именно от Ногайской Орды. В Карачи там сидели вот эти 4 Карачи, бека сидели именно ногайского в основном происхождения. О том, что юртовцы это нугаи, говорит много источников. Тот же Павел Небольсин. Он там написал, причем он, в отличие от наших оппонентов, это 1852 год, разговаривал непосредственно с этими сюртовскими старшинами, которые эту всю информацию дали. Да? Он пишет, что юртовцы имеют самоназвание Новай и себя, и свое происхождение ведут от золотоордынских нагаев, основателей Астрахани. Здесь это, конечно, Исхакову этот козырь бить довольно сложно, поэтому он тихо, так скажем, пытается поставить под сомнение этот источник. Ну, это такая игры, так скажем, крапленными картами с их стороны. Далее, не только Павел Небольсин, да, Шежире, эпосы, генетика, этнография, полуоседлый и служивый статус, да, общая традиция. Все это говорит об истинном вот происхождении юртовских лаев. А вот спекуляции вот таких, значит, идеологов татаризма на ногайском компоненте, ну, у них они тоже довольно такие смехотворные. Например, наличие ногайского компонента у тех же части северокавказских народов, у кабардинцев, например, или у чеченцев, да, не сделало же их там нагайцами или наоборот. Это все совершенно разные народы, понимаете? У наших братьев там по Северному Кавказу при этом не появилось желание там приписать все себе, в отличие вот от отдельных идеологов из Казани. По поводу вот татаризма как политического такого сепаратистского проекта достаточно много говорил Александр Овчинников. Его статьи можно найти в свободном доступе. Вот само даже слово «нация», да, оно что подразумевает? Оно подразумевает свой такой собственный политический проект. Что знает любой политолог. Здесь хорошей иллюстрацией является, например, статья близкого друга Дамира Измайлова, Юлая Шамиль-Аглу. Можно также вспомнить выступление на республиканском телевидении ТНВ ученика Исхакова Айсина. Такой же хороший пример – это Ильнур Гарифуллин, который регулярно занимается деконструкцией Башкирии и башкирского народа. Естественно, только в своем воображении. Однако его риторика разрушает вот эту дружбу народов. Опять-таки, и опять-таки в качестве примера можно привести дружбу с националистическими идеологами из Республики Казахстан. Да? А также попытка пропихнуть, например, казахов младшего жуза на роль наследников Ногайской Орды и Астраханского ханства со стороны казанских вот этих представителей околонаучных и этноэлит. Это ярко показывает их реальный настрой по отношению к нам, астраханским нугаям. То есть действует по такому принципу, видимо, что не доставайся это никому. Вот. Раз наше имеется в виду наследие, настоящее. Если мы, я имею в виду Казань, не будет владеть ею, значит, нужно ее отдать кому-то другому, но не нам. То есть не признать за нами это наше право, так скажем.
Ну и показательно, что такие вот известные личности, как Кул-Шериф, Сеиф Сараи, Хастуван, там, Асан Кайглы, да, и прочие, они объявляются татарами. Тот же Идиге, например. А, ну, по поводу еще что вы говорили? По поводу того, что у нас не было своих деятелей. Ну, ответить на это достаточно легко. Дело в том, что вот современная ногайская литература и драматургия создавалась в том числе и астраханскими нагайцами, как из числа юртовцев, так и из числа карагаши. Ну, из юртовского можно перечислить Басыра Абдулина, Исмаила Мурзаева, Наджиба Гасри, тот же Абдулхамид Джанибеков, да, у которого отец был карагаш, мать была юртовская новайка. Вот. И многие-многие деятели, которые вот издавали книги, значит, учебники на ногайском языке, и которых хорошо знает ногайский народ в республиках Северного Кавказа, Карачаево-Черкесии, Республике Дагестан, Ставрополье, да. Но, к сожалению, до последнего времени они были забыты у нас в Астрахани, в их родовых, так скажем, селах, их родовых местах. Кроме того, еще вот в средние века у нас, у нашего народа имелась высокая литература. Те же ногайские средневековые поэты, про которых вы говорили, да? Шалкиис, Асан Кайглы, Досмамбет, Туган. Все они говорили именно в своих произведениях именно о ногайском народе, а не о каких-то там мифических татарах. Да? Вот это самый такой лучший ответ таким вот, так скажем, этнокомиссарам из Казани. Да, странные, я бы сказал, даже товарищи, в кавычках, наши татаристы. Я думаю, что открытие фронтов им не простят ни башкиры, ни сибирские татары, ни ногаи, и более того, даже казахи. Я думаю, они не забудут татарский шапалак за претендование на Акорду. Вот. Вопрос такой возникает. Еще, вот сейчас они объявляют еще один фронт против ученых. В основном, конечно же, умерших, стараются живущих сейчас не задевать, чтобы они им ответ не давали. Но, тем не менее, они сейчас воюют против Центра языкознания, как я, честно, не разбираюсь, которые диалекты ногайского языка объявил астраханский, да, и сибирско-татарский язык тоже признал. Против ученых, которые были, есть, будут тоже, они против всего выступают практически. И, мне кажется, завязли в болоте лжи, из которого сейчас им трудно выбраться вообще. Вот вопрос сейчас давайте задам по поводу Сабантуя. У вас Сабантуй будет, да, в ближайшее время? Ну да. Вот. Что вы скажете по этому поводу? Наш праздник, ногайский, не наш? Ну, на самом деле все знают, что Сабантуй – это чужая для нас традиция, навязанная извне. Я имею в виду юртовцам. У нас был Амиль. Амиль, да. Да, у сибирских он называется Хамаль, у нас он назывался Амиль. Вот. Дело в том, что у нас действительно существовало земледелие, но в отличие от средневолжской традиции, у нас земледелие было поливное, а не пашенное. Плюс полуоседлое, полукочевое хозяйство, да, с отгонным скотоводством, другой уклад. Ну, для чего этот Сабантуй проводится? Опять же, наши, так скажем, гости с Республики Татарстан приедут сюда, покажут там свои, так скажем, достижения, похвалятся, да, вот, покажут все вот это великолепие Татарстана. Мы, конечно, за них порадуемся, за их, так скажем, достижения. Ну, а потом они уедут. А проблемы, которые вот у местного населения есть, что у юртовских моваев, что у татар Астрахани, которые проживают, в частности, вот в Нариманском районе. Там есть несколько сел, которые реально живут, действительно, и Крянском районе живут татары, которые являются вот потомками переселенцев со Среднего Поволжья.
Эти проблемы, они с этими проблемами так и останутся. Эти проблемы им никто не решит, кроме нас самих. Поэтому я так понимаю, что многие, кто включает голову, соображает, понимает, что одними сабантуями и вот такими акциями проблему эту не решишь. То есть надо решать, надо помогать хотя бы тем же самым этническим татарам, решать их проблемы, связанные с экономикой. Вот. Но этого никто делать не хочет. Потому что это долгий, кропотливый труд, понимаете. А тут пришел, снимал, поплясал, как говорится, и все. Потом, потом трава не расти. Да, между тем минус 600 тысяч, как я говорю. Вот. Но это, в принципе, Сабантуй входит он в казанский проект, в принципе, так я думаю, да? А есть вообще будущее у казанского проекта? Ну, перед тем, как ответить на этот вопрос, я вам скажу так. У некоторых может сложиться такое впечатление, что татары, как народ, враги для новаев, да? Пытается вот так показать наши недруги. Но это не так. Конечно, не так. У нас с нашими соседями, а здесь проживает очень много различных этносов, этнических групп, я имею в виду в Астраханском регионе, у нас со всеми нашими соседями никаких проблем не существует. Вот. Я имею в виду в отношениях. Вот. Несмотря на то, что татары здесь появились в качестве, как переселенцы со Среднего Поволжья в XVIII веке, да, они сами, когда сюда переезжали, они воспринимали наш диалект, нашу и часть нашей культуры. Это вот хорошо показал в своих работах тот же Леонид Шайсултанович Арсланов, допустим. У тех же этнических татар, которые вот проживают, я вам как говорил, в Нариманском районе и так далее, да, термины родства, далее термины, связанные с хозяйственной деятельностью, термины, связанные с определенными с прикладной стороны хозяйства и так далее, да, они вот именно юртовского нагайского происхождения, то есть заимствованы у нас. То есть заимствование было и с той стороны, и с этой. Это показал Арсланов. Вот. Весь вот этот негатив идет извне региона. Вот от таких националистически настроенных, так скажем, этноэлит, к которым относятся и представители научных кругов некоторых, то есть не все, но есть там такие одиозные деятели, политики и прочие. То есть извне откуда? И опять-таки из республики Татарстан, ну и также такие же идут эти, так скажем, попытки влиять и из соседней республики, государства, это из республики Казахстан. Ну, мы видим, да, вбросы иногда такие, что там Астрахань основали там, казахи, Нижняя Волга, там Оренбург, Поволжье, Саратов и так далее. Это исконно казахские кочевья, исконно казахские земли и так далее. То есть это вот такая попытка раскачать ситуацию извне определенными деятелями. Это не имеет отношения к простому народу, я имею в виду именно вот к идеологам. Те, кто повестку вот эту формирует, идеологическую, там. Хотя надо отдать должное, в самой Республике Казахстан существуют и более, так скажем, и существуют пророссийски настроенные, и проевразийски настроенные силы, которые этих самых нациков громят. Там, по крайней мере, на своих вот интернет-порталах они прям приводят конкретные примеры, да, где показывают историю отношений между народами бывшего Советского Союза так, как она была в реальности, а не так, как ее преподносят там, по учебникам, выпущенным на деньги фонда Сороса. А что относительно критики в адрес Павлова, того же покойного, Арсланова, и, там,
деятелей, да, других от отдельных деятелей в их адрес. Ну, здесь можно ответить, перефразировав древнеримского значит, деятеля Публия Сира. Пустить мертвого льва могут и шакалы, но лев останется львом, а шакалы останутся шакалами. Нет никаких сомнений, что эти оба ученых, я имею в виду и Павлова Вадима Винцеровича, и Леонида Шейсултановича Арсланова, оба они говорили о нас как о коренном населении Нижневолжского региона и именно как о ногаях. Вот. Желающие могут обратиться к их трудам снова. Они есть в открытом доступе. Ну а что касаемо вашего, значит, вопроса по поводу будущего проекта Казанского, ну, на этот вопрос можно ответить легко. Проект рушится. Сначала из этого проекта вышли Нагайбаки, Ряшины, потом выходят Карагаши, да, выходят оттуда сибирские татары, западные башкиры возвращаются к своей этничности. Ну а сейчас мы видим буквально вот, так скажем, динамики, что очередь подошла уже и для юртовцев определиться со своей этничностью. Дело в том, что этот проект, как вы говорили, татарской нации, он модерновый, как любит говорить Искандер Измайлов, да? А значит, он искусственный. Его действительно создавали в конце 19-го, начале 20 века. Сперва это был ареал как раз вот Среднее Поволжье. Про это говорил и известный российский тюрколог Бартольд, когда говорил про то, что ряд интеллектуалов в Среднем Поволжье решили дать название, ну, я такой вольной, так скажем, интерпретации, да, его цитаты, далее решили взять там в качестве этнонима термин татар, хотя надо сказать, чтобы быть объективным, что было и противодействие со стороны представителей, так скажем, интеллектуальной, духовной части значит, населения Среднего Поволжья. Да? Даже великий Тукай, Тукай над этим, так скажем, ну, выражаясь современным языком, троллил, да, отдельных личностей, говорил, что сейчас везде вот такой понятие там татарский применяет, там татарский этот, татарский то и так далее. По-моему, по отношению к господину Баталу обращался. Он говорил, что жалко, говорит, не придумали татарского сумасшедшего дома, чтобы таких личностей туда, так скажем, определить. Но нет такого. Вот. Тот же Изавуддин Фахриддинов этот самый этноним критиковал. Вот. Так вот, этот самый, значит, проект, его поддерживал в начале 20 века капитал казанских купцов. Затем его поддерживает уже после 17 года советская власть. Как промежуточную фазу, как стадию для ассимиляции всех народов в один советский народ. Инерция этого процесса видна на примере вот ассимиляции самих средневолжских татар, когда вот в смешанных браках, да, дети выбирают русскую этничность. Ведь, согласитесь, легче сделать из тебя сперва татарина, да, а там далее окончательно стереть твою идентичность. Ну, я имею в виду советский период. Ну, я уже сказал, все это происходит до сих пор. И я понимаю, что это не в интересах самих казанских татар, которые вот сейчас растворяются даже в самой республике Татарстан. Вот. Этот проект держался из-за его поддержки советской властью. Да? Потом был, после распада Союза, определенный всплеск на волне вот, националистических и сепаратистских
настроение, да, то есть маятник, так скажем, коснулся в другую сторону. Ну, я и говорю, не у всех, но у ряда представителей этноэлит Республики Татарстан. Ну, а потом уже в течение где-то 25-20 лет он начинает медленно сдавать позиции и сдыхать, питаясь слабейшей поддержкой элит уже Татарстана. То есть у этноэлит Татарстана, так скажем, экономическую базу выбивают. Вот. И это уже сказывается на их, так скажем, влиянии в других регионах. Но спесь осталась, да, до сих пор, так скажем, пытаются там жить реалиями 90-х годов. Ну, сейчас на дворе у нас не 90-е, мир меняется. Поэтому к этому изменению, к этим объективным реальностям надо, так скажем, подойти объективно, а не субъективно, чем там через свой какой-то образный взгляд на будущее. Во-вторых, хотим специально отметить, что адепты здесь отдельные, конечно, я имею в виду в Астраханском регионе, есть татаризма. Они все периодически пытались и пытаются поджигать вот эту ситуацию внутри региона. Ну, мы это видели с вами на примере инцидента высказываний по Цаган-Аману или с памятником Ивану Грозному, да, сколько здесь там эмоций всяких и выступлений в различных интернет-ресурсах было. Или самый такой яркий пример, что уже неоднократно происходит обвинение в их экстремизме, это недавний пример по обыскам в офисе ресурса «Миллиард татар». Но, видимо, эти обыски не просто так происходят, не на ровном месте. Ну и то, что уважаемый Дамир Исхаков является одним из основателей Татарского общественного центра ТОЦ, который признан экстремистской, да, и другом Рафиса Кашапова, который сейчас ведет активную деятельность за бугром, деструктивную по отношению к нашему государству. Это тоже никуда не деть, никуда спрятать не получится. Асин, по-моему, тоже, да, ученик? Да. Да, вот. Ну что ж, мы плавно подошли к теме, к одной, которую они тоже поднимали в своем видео. Говорят, в Астрахани Ногай, астраханский Ногай, ну то есть вы, в Астрахани сущие Ногаи, увеличились за счет кавказских Ногаев. То есть мы пришли там и расплодились. Правда ли это? Ну, я вам скажу так, Ногаи из республик Северного Кавказа, они не от хорошей жизни оттуда, так скажем, переезжали, мигрировали, да, там есть экономические проблемы определенные, и политические были моменты, ну, это, в частности, вот, две чеченские войны в 90-х годах. Вот. Но я вам скажу так, в Астрахани тоже экономическая ситуация сейчас не айс. Вот. Отсюда уезжают в этом, ну, на заработки многие представители коренных народов, которые проживают в Астраханском регионе, из числа русских, казахов, там, татар, нагайцев и так далее. Поэтому многие нугаи, которые здесь, я имею в виду, жили здесь, переселились сюда с Северного Кавказа, они уехали уже давно. Кто в Москву, кто на севера. Поэтому численность нагайцев в Астраханском регионе в последнее время растет не за счет миграции с Кавказа, а прирост связан именно с местными нугаями, с карагашами, с юртами. Прервалось на секундочку. Продолжайте. Это, значит, как естественный прирост, так и возвращение к своей природной этничности представителей вот этих групп нугаев Нижнего Поволжья, которые я перечислил.
Это даже при том, что многих записали татарами, да, против их воли, как нам сообщали вот наши информаторы, не спросив их даже. Вот. И несмотря на это, все равно, значит, во время последней переписи очень много нагайцев, вернее, нугаев, юртовских, карагаши, там, кундрау, утар и нугай-казахов записались именно нагайцами. Да, как... Ну что же, остается, наверное, последний вопрос. Я не знаю, он, может, даже совпадает с казанским проектом. Вот. Но, не знаю, вам идея будет, наверное, ответьте, пожалуйста, будущее татарского проекта. Есть ли оно? Ну, смотрите, здесь можно попытаться, конечно, провести такую историческую аналогию. Уважаемый Искандер Измайлов приводил в этом интервью, ну, в том интервью, где они давали вместе с Скаковым, да, он там говорил о народе, еще раз говорю, возвращаясь к этому, о народе жужжань. Вот. Есть одна гипотеза, что жужжане после того, как их разгромили, часть жужжане, когда их разгромили алтайские тюрки, основали тюркский каганат, часть жужжане, которая не была уничтожена древними тюрками и не пожелала им покориться, а также не захотела уйти в Китай, они ушли на Запад. Ушли на Запад. Это одна версия. Другая версия, что народ, который проживал в Приоралье, известный под названием варханитов и хуни, тоже, значит, сдвинуты со своих мест завоеваниями тюрков первого каганата, уходят на Запад. И на Западе они появляются первоначально вот в степях Северного Кавказа, и там они заявляют себя под именем авар. Это вот древний народ, который был в памяти некоторых народов Северного Кавказа, в частности Сабир и так далее, да, авар. И они выдают себя вот за тех настоящих авар, да, которые когда-то в Центральной Азии разгромили вот предыдущих кочевников. И вот этот трюк у них удался на тот момент. То есть те народы покорились им, побоявшись повторить ту историческую судьбу, которая была у них ранее, да. Но для того, чтобы не путать настоящих абар или авар, которые жили в Западной Монголии, в Джунгарии в частности, да, с вот этими варханитами и так далее, по-моему, Гумилевым была введена такой термин, как псевдоавары. Именно эти псевдоавары потом основали аварский каганат в Панонии, это территория современной Венгрии, там терроризировали восточных и западных славян, там нападали на Византию, на франков и так далее. Ну, в конечном итоге, когда у них силы закончились, да, они были своими соседями уничтожены. В древнерусских летописях они упоминаются как обры. И когда они исчезли с исторической, так скажем, сцены, с исторической арены, появилась такая поговорка на Руси, значит, по-моему, исчезли яки-обри. Что такое? Исчезли аки-обри. О, точно. Поэтому здесь вот такая аналогия. Ну, в 19-20 веках рядом интеллектуалов из среды средневолжских мусульман было принято решение называть себя татарами,
чтобы не путать их с центральноазиатскими вот этими монголоязычными татарами, проще называть, ввести термин псевдотатары, понимаете? Ну, я утрирую. Вот. Что получается? Проект, название которого, да, проект, который первоначально был основан на лжи, он обречен на провал. Как сказано в Священном Коране, пришла истина и сгинула ложь. Ну, мы видим, что этот проект в лице татарской модерновой нации, он разрушается у нас на глазах. Я так понимаю, что со временем все-таки найдутся среди интеллектуалов в Республике Татарстан и так далее, действительно, настоящие историки, этнологи и так далее, да, которые напишут настоящую историю происхождения средневолжских татар от их великих предков, от булгар, других народов Среднего Поволжья, да, и все станет на свои места. Но это их дело уже. Это их проект, это их судьба, это их выбор, так скажем. Что они будут делать, это их дело. Мы туда не вмешиваемся. У нас сейчас главное это вернуть свою этничность, восстановить ее и передать вот эту традицию, наследие и так далее своим, так скажем, молодым поколениям. Что для этого нужно сделать, я уже говорил. Надо обрести, вернее, восстановить, но старые, ну, новые в скобках, старые имена. Для нашего народа это имя Ногай. То есть мы, когда восстанавливаем вот это имя Ногай, мы с вами выходим за пределы регионов, одного региона. Мы уже как бы обретаем межрегиональный такой статус. Второе – это усиление, условно говоря, ритуала. Что туда входит? Туда входит кодекс, поведенческий кодекс, да, намаз. Туда входят обычаи наши, туда входят различные там традиции, свадебный ритуал, там, похоронный ритуал, какой там еще, ритуал именоречения и прочее, прочее, прочее. Почему это важно? Это важно в том плане, что любой ритуал, он является как бы иммунитетом народа, этноса к внешним заимствованиям разрушительным. Когда одно природные понятия пытается подменить там каким-то внешним извне, понимаете? Ну и третье, это рисуем, так скажем, образ будущего. А наше будущее – это в семье, я имею в виду нашего народа, это в семье, в общей семье, большой семье народов большой России, Великой Евразии. Вот такое у меня видение нашего проекта. У вас видение прекрасное, энциклопедические знания. От души, от себя. Я даже думаю, что от имени нашего народа. Иншаллах. Сауыңыз. Амин кахай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам.